Этот очаг возгорания находится в непосредственной близости от села Мадут. Сюда направлены силы МЧС, но из-за жары, сильного ветра и отсутствия осадков это затрудняет работу по тушению пожара. Жительница села Таисия Попова в числе первых, кто записался в добровольцы. Как только узнала, что к ее родному дому подступает огонь, не теряя времени, стала помогать разливать воду по 5-литровым бутылям. За несколько дней она принесла более 30 тонн воды. За это время вот кто лопатой, кто вот с топором, кто вот воду таскает, всем тем помогает. Некоторые даже вот обед приготавливают, пищу приготавливают и отправляют с деревни сюда пожарникам. Работа по локализации лесного пожара ведется круглосуточно уже в течение 5 дней. Жители села разделились на 2 группы по 80 человек и следят за тем, чтобы огонь вновь не перешел в наступление. Работа сейчас проводится с 8 утра. Мы заменили вчерашних, которые тут были задействованы на дежурствах. Сейчас вот 8 человек тушит пожар. День полосы 2 раза были сделаны, сейчас все под контролем. Огонь сейчас уходит в западную сторону от населенного пункта. Локализовать огонь пытается более 150 человек, а также 27 единиц техники. Помимо жителей в тушении принимают участие и профессиональные пожарные. По всему периметру очагов вырыты земляные полосы. Их патрулируют огнеборцы на пожарной машине. Следят, чтобы огонь не перебросился на противоположную сторону траншеи. Там площадь тушения составляла где-то 300 на 300 метров. Вот сейчас после обеда перебросили вот сюда, на защите стоим. Чтобы в случае, если огонь оттуда придет, мы здесь должны остановить. Лесной пожар возник еще 29 июня в местности Хастах, но сухая погода и сильный ветер в направлении села создали угрозу людям. Одной из причин пожара местные жители называют поджог охотничьей избушки. Из-за нее загорелся окрестный лес. За последние сутки распространение огня удалось остановить. Сейчас ближайший очаг находится уже в 10 километрах от деревни. Фото Лариса, Роберт Набиев, Вести, Намский район.